Всем здравствуйте, ребят. В общем, купил я материал. Не весь, правда. На весь не наковыряешь. Но еще впереди все. Сейчас вам поясню, объясню, что я взял на данный момент. Вот я взял ОСП девяточку. Запах от нее исходит, не знаю, этого клея или что. Но я думаю, избавимся потихоньку. 23 листа. Звоню, подорожало все. Просто все подорожало бешено. Позвонил я, 1360 лист. Думаю, пока не разобрали, это самое дешевое место нашел, ребят. На следующий же буквально день после звонка вечером поехал после работы и приехал уже 1490. Но все равно это самое дешевое место. В другом было 1590. И пенопласт я взял для утепления на крышу. И вот нижние полы здесь снизу. Потому что любой другой материал, при том, когда у меня поднимется вода, река, все другое у меня сгниет. Или превратится уже далеко не в утеплитель. Поэтому сюда у меня будет слой такой толстый на 150. Лист в том году стоил один вот такой пятерки 220. Сейчас 270. То есть на полтинник подорожал. Не только металл скачнул, все подорожало. В общем, 27 листов пенопласта вышло 20 там с небольшим тысяч. И УСП, соответственно, вышло что-то 33 тысячи, 23 листа. По квадратам посчитал, как бы должно хватить. Но сюда вот на потолок и на стенки в один слой. Я так планирую, не знаю как. Может, переиграю, но пока на данный момент план такой. В один слой его проложить, пропенить. Потом теплоизоляцию. И потом уже что-то такое типа урсы. Не знаю, как они правильно называются, материалы. Зелененькие пластами идет. Сейчас попробую половинить этот пенопласт и крепить его на потолок. А дальше что получится. Все покажу. Пришел 32 градуса. Было 34, окна открыло, сейчас 32 градуса. На улице 25. Я немного оговорился. 77 листов. Не 27, а 77. Ветрище на улице. Страшно. Даже меньше метра на 4 миллиметра. Меньше метра на 4 миллиметра. Да. Вот он центр. Везде дует нашего брата.
Батька предлагал мне там струну через сварочник сделать. Теоретически да. И практически тоже да. Но у меня пока нет электричества. Я решил просто так. Думаю, остальное запенится. Ничего страшного не будет. А так можно сделать станочек. Да. Пока приспосабливаемся. Посмотрим.
заключается в том, что лист метровый, а проем у меня 5,5,5. 5,6. По 2,5 сантиметра. Торопиться не будем. Если я начну резать ровно в размер, это как минус, надо сантиметр все равно делать. У меня будет неэкономично выходить. Думаю, рассчитаю на пену. Схватится, посмотрим. Схватится, посмотрим. В принципе, должна расшириться. Не думаю, что что-то тут где-то пропустится. А иначе по размеру я устану мерить тут. А так, может, немножко лишка накопится где-нибудь. В общем, ребят, приспособился я вот так. 25-ку набиваю. Сюда клинышек. И она прижимается. Потом пропениваю. Пропениваю тоже точками. Выпадает. Так он прижат, все. Как бы не клин, да не мох. Как бы плотник сдох. Клинышек вещь. Здесь пропенил. Ну а будет срезать. Это бетоноцемент у меня. Пеноцемент. Пеноцемент. На него, вон, видите, даже блоки сажают, нарисована картинка. Так что вещь серьезная. Продержится, думаю. Вот так получается. Сейчас отойду, ребят. Сразу даю совет. Не пытайтесь залить полностью шов за один раз. Ну, на прямой стене вполне реально. У меня наклон. Не знаю, как здесь буду. Здесь еще больше. Вот я пошел второй этаж. Ну как, не второй, третий. Мансардочку. 4 листочка. Тут есть где распирать. Еще 4 здесь. Потом уже обделка по краям пойдет. Сейчас хочу пока максимально закрыть такими кусками большими. И пены много будет уходить.
Это точно. Сейчас пока перекушу. В общем, вот так вот, ребят. Пенка у меня закончилась. Баллон пены там за 500 с лишним рублей. Непонятно, на чем я экономлю. 270 рублей лист. И баллон 500 с лишним. Но хочу заметить, вот сюда вот руку суешь, как от тена, а тут уже прохладненько. То есть сейчас будет термос, вернее холодильник. Когда здесь будет тепло, здесь будет как термос. Как утепление, конечно, пенопласт работает замечательно. Разговоры насчет мышей, но в моем случае с этими 9 ножками, я их потом еще покрашу, обмажу, чтобы мыши сюда не могли вообще залезть. Думаю, не проберутся. Солидолом смажу нижние свои стоечки, 9 штук. Все будет замечательно. На этом я эту серию заканчиваю, ребят. Смотрите продолжение в следующих сериях. Подписывайтесь на канал. До встречи, друзья.